Ну что же, 7 августа 2025 года, сегодня четверг. В Башкортостане в данный момент 9 часов утра, и мы приветствуем всех наших зрителей, кто смотрит нас в прямом эфире и кто посмотрит в записи. Всех мы одинаково любим и ценим. В студии сегодня, в нашей удаленной онлайновой студии сегодня Евгений Коноплин. И Руслан Валиев, доброе утро. Доброе утро. Друзья, ваши комментарии и лайки – это то, что конвертируется в наше желание и умение делать то, что мы делаем. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить свои реакции под этим эфиром и под любым другим эфиром тоже, конечно же, не забывайте. У нас площадки какие? YouTube, с которым, понятно, есть сложности в стране, но мы помогаем их обходить, если вы нам напишите соответствующую просьбу, например, в Телеграм-канале, и вообще не важно где. Дальше у нас есть, собственно, Телеграм-канал, где мы выкладываем эфиры также в формате подкастов на сервисе Mavi. И некоторые, кстати говоря, люди там слушают, и это, опять же, важный фактор. Плюс ТикТок и запрещенный Инстаграм также мы используем, но там уже идут отрывки наших эфиров, а не полные версии, хотя в ТикТоке и полные бывают. В общем, так или иначе, наша география остается более или менее широкой. Поэтому, друзья, способы есть. Как говорится, не жалуйтесь, что до нас невозможно дорваться. И до нас достучаться невозможно, якобы. Очень даже возможно. В личные сообщения можно свои просьбы и вопросы также писать. Ваши комментарии пошли. Ну, а я начну с новостей в стране и в мире для того, чтобы погрузиться в информационную повестку по итогам минувшего дня среды 6 августа. Итак, президент США назвал встречу своего спецпосланника с российским лидером очень продуктивной. Дональд Трамп сказал, что стороны достигли значительного прогресса. Подробностей он не привел. При этом, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», послезавтра, то есть завтра уже, Вашингтон введет пошлины против покупателей российской нефти, так называемые вторичные санкции. «Россия теперь больше настроена на прекращение огня», заявил тем временем президент Украины после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Подробности он не раскрыл. По словам Владимира Зеленского, в созвоне участвовали и европейские лидеры. В Москве пока это тоже не комментировали. Вооруженные силы России совершили более 70 атак на Днепропетровскую область за день, утверждают местные власти. Как минимум 2 человека погибли в Никополе, еще 4 пострадали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автобусы. Комментариев российской стороны нет. 4 подростков пострадали в результате детонации украинского дрона в поселке Октябрьский Белгородской области, утверждает губернатор Гладков. Самому младшему из травмированных 15 лет. Госпитализировать их не стали. Другие подробности инцидента не приводятся. В Петербурге правозащитницу Елену Попову отпустили домой под подписку о невыезде, сообщили в движении сознательных отказчиков. Ранее к ней вновь приехали силовики и забрали ее для участия в следственных действиях. Утром в среду суд отказался арестовать Попову по делу о военных фейках. Суд тем временем продлил домашний арест политику Льву Шлосбергу на 2 месяца до 8 октября по делу о дискредитации армии, передает издание Сота Vision. Ранее зампредседателя партии «Яблоко» также вменили неисполнение обязанностей иноагента. Злоумышленником, который открыл стрельбу на военной базе Форт Стюарт в американском штате Джорджия и ранил 5 солдат, оказался их сослуживец, передает телеканал ABC News. О состоянии раненых, а также мотивах стрелка не сообщалось. Вот такие новости мы имели по итогам минувшего дня, среды 6 августа. И, в общем, тут, наверное, главное – это непонятные пока еще комментарии сторон войны в Украине. Что там наговорил Трамп
в результате беседы со своим помощником Зеленскому, получается, Зеленский об этом узнал из третьих рук уже, если не из четвертых, да, что тот буквально таки обнадежился и заговорил о том, что Россия вроде как настроена на какой-то позитив. Удивительно, но, с другой стороны, если это так, почему бы и нет? Безусловно, это может оказаться правдой. Хотя сомнений, конечно же, много. Да ладно, давайте за Лену Попову порадуемся, что, по крайней мере, человек избежал тюремного заключения. Вот. Дело очень важное, конечно, движение сознательных отказчиков. Это куда более даже, наверное, важное, чем мы с тобой делаем, и поэтому... Конечно, в этом смысле, если сравнивать, да, безусловно. Ну что ж, вроде все более или менее на своем месте. Дорогие друзья, общаемся активнее. Вижу ваши первые сообщения. Доброго утра, пожелания. Это уже замечательно. Как говорится, давайте к нашей повесточке. С не самого важного начинаем, переходим к более существенному. Хотя, кому как. В Уфе рухнула стена и перекрытие еще одного памятника архитектуры. Ну, просто-таки напасть началась, да, на эту тему. И опять же, на коммунистической это все произошло. В данном случае речь идет про стену и деревянное межэтажное перекрытие двухэтажки 1870 года постройки. Это объект культурного наследия усадьба старообрядческих домов Душиных. Отмечается, что при инциденте никто не пострадал, здание было расселено, стены закрыты металлической сеткой, а территория огорожена забором. Ну и, соответственно, тут впору напомнить, что несколько дней назад, неделю назад, 30 июля, частично была обрушена стена другого объекта культурного наследия общежития Башкирского кооперативного техникума, который, конечно же, был построен гораздо позже, в середине 20 века, на 100 лет практически позже, чем обрушенный накануне дом. В общем, застройщикам, наверное, опять же, радости полные штаны. Все становится для них гораздо проще. Хотя, конечно, юридические коллизии еще нужно будет как-то порешать, но такие вещи, наверное, решаются быстрее и проще, когда нет, собственно, предмета спора. А когда стены разрушены, предмет спора, как мы понимаем, почти уже ликвидируется. А какой смысл вообще тогда называть полгорода памятником культуры, да, если, собственно, никаких мер-то и не предпринимается? То есть, ну вот обрушиваются стены, да, значит не следили, я уж молчу про общежитие. Общежитие, ну, да, собственно, тоже с натяжкой можно, конечно, памятником культуры назвать. Но тут же даже не культурой, все-таки архитектурой, давай быть более точным. Ну, да. Имеется в виду, что у здания есть какие-то особенности уникальные, которые символизируют какую-то конкретную эпоху в градостроительстве и вроде как требуют сохранения. Ну, в общем, в Уфе у нас в этом смысле, в этом, опять же, ничего нового, да, то есть к пожарам мы привыкли давно, они начались не вчера и даже не позавчера, а пару десятков лет назад, и мы видим, как с течением времени эти дома досносятся, а в конце концов там появляется новодел. И вот про очередной новодел, наверное, в некотором роде новость из «Коммерсанта». На набережной реки Белой в Уфе планируют построить термопарк и речной вокзал. Опять же, это все наполеоновские планы, но очень любопытно посмотреть на то, где это все планируется. Речь идет о районе улицы Правая Белая, а также улицы Набережная. Площадь территории 101 гектар. На ней расположены индивидуальные жилые дома и садовые участки, многоквартирные жилые дома средней этажности и здания спортивно-оздоровительного центра «Юность». Представляете, где это находится? Так вот, там нужно будет для этой цели снести индивидуальные жилые дома, изъять у 24 владельцев земельные участки, на которых находятся 14 индивидуальных жилых домов. Жилищное строительство на этой территории не предусмотрено проектом. Надо же, к 1931 году планируется разместить спортивную площадку, парк, речной вокзал и ресторан, кафе, площадку для пляжного волейбола, термопарк с открытыми бассейнами
В некотором роде, видимо, это развитие бассейна «Юность». Дальше нестационарный бассейн некий, 2 административных здания, туристический информационный центр, общественный туалет, пункт полиции, медпункт, а также 2 котельных, пожарный резервуар, очистные сооружения и другое. В общем, любопытно. Значит, здесь на что я хотел бы обратить внимание, на речной вокзал. Все-таки традиционно, исторически у нас, вокзал не вокзал, но некая пристань, была на монументе Дружбы. Там даже в середине 20 века был дебаркадер довольно-таки приличный, то есть тот самый вокзал. А зачем его теперь переносить на новое место, возникает вопрос. На тот участок набережной, на который доступ людей как был затруднен, так и остается затрудненным. Туда без личной автомашины добраться, как мы знаем, невозможно до сегодняшнего дня. Возможно, опять же, но с большими затруднениями, с большой физической нагрузкой и огромным запасом времени. Это можно и нужно делать, если мы туда идем пешком. В общем, видимо, у них в планах либо реально не использовать этот речной вокзал по назначению, либо все-таки доделать как-то инфраструктуру, чтобы люди могли добираться туда, в том числе и пешком. Может быть, эскалатор какой-то появится или что. Или, по крайней мере, в планах он есть. О том, что он появится или нет, это можно отдельно, конечно, фантазировать. Ладно, крутой проект. Так выглядит амбициозно. Красиво, на самом деле. Есть даже плюсы, нет никаких высоток. То есть в этом смысле, да, можно похвалить. Вот. И ты знаешь, я бы сразу, наверное, перепрыгнул вперед, потому что тут новость-то на эту тему, про архитектурный макет. Башинформ и другие под вечер вчера растиражировали новость о том, как все это и все остальное, связанное с градостроительством, наши застройщики совместными усилиями, причем это важно отметить, превратили в огромный макет города Уфы, который, значит, создавали аж 120 человек. Макет содержит более 10 тысяч зданий, в том числе дворец Уфа-Арена, Межвузовский студенческий кампус, который еще не построен, собор Рождества Богородицы, дворец борьбы и другие. Значит, сейчас он находится где-то на временной дислокации, но Хабирову его показали. Фотографии, я думаю, что вы тоже можете видеть. Приготовлен данный макет к 70-летию профессионального праздника Дня строителя. Масштаб у него 1 к 2000. То есть более или менее хорошая детализация. Таким образом, теперь вроде как руководство республики вместе с застройщиками хотят, прежде чем начать что-то строить, устанавливать данное сооружение на макет, смотреть визуально, как это смотрится с высоты птичьего полета, и после этого принимать решение. Тут я скажу от себя, опять же, критику, поскольку с высоты птичьего полета все смотрится более или менее интересно и любопытно. Высотки особенно хорошо смотрятся, когда они стоят на макете. Это как-то впечатляюще. Это гораздо лучше, чем все близко к земле прижатое. Знаете ли, в каком-нибудь Казахстане, при всем уважении, Астану планировали вот так вот. Смотрят на макет, какая прелесть. А потом, когда все это построили, стало ясно, что это огромные безлюдные площади, которые сложно преодолеть пешеходу. Это не только в Астане, это везде так, во многих местах. Главные градостроительные ошибки возникают, когда мы планируем строительство пространств, глядя на макет сверху. В общем, таким образом у нас решили, видимо, закрепить вот эти вот порочные практики с помощью тех, скажем так, навыков, которые в мире уже перестали использоваться для этого назначения. Но макет красивый. Вот. Да уж. Макет обсуждать смысла не вижу, так что давай. Дальше пойдем. Что у нас? Собственно, одну секунду буквально. У хоккейного клуба Сатьюлаев дела лучше не становятся, судя по всему. Джош Лива, один из лучших бомбардиров прошлого сезона, не только команды, но и всей лиги, насколько я понимаю, пропал с радаров и пропал в принципе. Собственно, не появился на тренировке. Клуб это, я так понял, никак не комментирует.
канадец остается формально в составе, но его отсутствие вызывает тревогу у болельщиков по понятным причинам. Я так понимаю, что дело все в большом контракте и в том, что если его куда-то в другой клуб пристроить, то можно, во-первых, разгрузить зарплатную ведомость в связи с долгами, да, а во-вторых, может быть, что-то на этом трансфере заработать, но я так понимаю, что его зарплата, она затруднительна не только для Саут Юлаева, но и для других команд тоже. Куда деть талантливого канадца, непонятно. В прошлом сезоне он забросил 49 шайб в 62 матчах, а контракт у него рассчитан до мая аж 27 года, то есть еще почти два года ему. То есть это главная звезда, по сути, минувшего сезона была, так ведь? В команде в регулярном сезоне да, но уже в плей-офф, я так понимаю, его критиковали, потому что что-то куда-то он пропадал, так скажем. Вот. А, собственно, в этом сезоне видишь, как вот так вот. Но вообще тренерский штаб, я читал, он немножко подуспокаивает болельщиков о том, что мы амбициозные, у нас все в порядке, команда боевая. Не надо, не спеши ты нас хоронить, как пела Z-группа Чаев, да? Вот, поэтому посмотрим, что будет, так или иначе. Ой, да, определенная, конечно, боль, глядя за всем этим. Но, с другой стороны, это действительно не главное на сегодняшний день. Правоохранительная хроника. У нас сегодня начнется с новости о том, как житель Башкортостана похитил человека и отрезал ему ухо. Вот так вот работает, знаете ли, тот беспредел, который становится частью официальной идеологии. Вспоминаем теракт в Крокус-Сити-Холле, вспоминаем видео, которое силовики вполне себе официально распространили. И с гордостью показали на этом видео, как они отрезают уши вот этим террористам. Да, может быть, злодеям, да, нехорошим людям, но совершают совершенно противозаконные действия. Люди на это смотрят, берут пример, и, значит, этот пример воспроизводят уже в обычной бытовой жизни. Речь о том, что подсудимый, представившись сотрудником правоохранительных органов, то есть, видите, да, в роль вошел буквально, он похитил незнакомого ему человека. В подвале некого промышленного предприятия он его избил и отрезал ему ухо. То есть абсолютно здесь он попытался, как это называется, косплей, да, силовиков. Видимо, у него не закрытый гештальт. Может быть, в детстве он мечтал поступить в высшее учебное заведение, там, ФСБ, стать спецагентом, но не получилось. И вот он, достигнув зрелости, глядя на вот эти вот ужасные кадры официальной хроники, пытается их повторить, таким образом продолжает некую игру, но эта игра уже стала частью реальности. И вот вину он даже в суде не признал, знаете ли, попросил судью переквалифицировать обвинение на самоуправство. Это опять же играет роль полицейского, который якобы самоуправством занимается. И вот в итоге его признали таки виновным. Приговор вынесли 9 лет колонии строгого режима. Ну что ж, мне кажется, он 9 лет точно не отсидит, а подпишет контракт в ближайшее время и продолжит уже в более приближенных к реальности условиям играть роль супергероя. Ну а там, как говорится, куда кривая приведет, это уже не от нас зависит. Ну, знаете, я, конечно, помню, когда новостником работаешь на телеканале, открываешь с утра новости, и отрезали ухо, выпало из окна, выкинули из окна, напились, убили друг друга, переубивали там всю семью, муж пришел пьяный домой, убил всю семью. И сравниваешь это с тем, что читаешь в Германии в новостных пабликах. Вот я не знаю, я понимаю твое всегда стремление связать это так или иначе с тем, что общество деградирует после войны, вот. Но
то, что общество, в принципе, оно изначально было на своей невысокой точке своего развития по сравнению с цивилизованными странами, это тоже нельзя отнимать. И действительно, как-то ты в России привыкаешь к тому, что, ну, бывает, у нас тут вообще 4-миллионная республика, что, ну, бывает поножовщина. А тут как-то вот такая же новость, любая в той же самой Саксонии, она вызывает сразу большой переполох. Люди такие, ничего себе, кто-то ухо отрезал. Зачем отрезал? Что за глупости такие вообще? В общем, это, конечно, не хвалит наше общество. К большому сожалению, такие мы. И вот тут. Угу. Это так. И дальше. В пруфах обратил я внимание на большую публикацию от героя СВО. Он же в прошлом дважды обозреватель и журналист. Это Рамиль Рахматов. Значит, живой. Значит, и продолжает там заниматься чем-то, чем нам неизвестно, и что мы, конечно же, категорически не одобряем. Но вот он услышал про события вокруг Артура Эдельбаева и не смог промолчать на эту тему. Значит, целый большой опус опубликовал портал от его имени. Даже тут такие детали приводятся о том, как все это происходило технически, то есть по телефону якобы он продиктовал все свои мысли коллегам, которые все это дело расшифровали. Главная мысль данной публикации – не быть такими наивными. Это обращение к башкирской общественности из-за жалости к Эдельбаеву. На фоне его задержания мы знаем, что много разных отзывов. Всех более или менее одинаково возмутил стиль его задержания, жесткость, с которой силовики его скрутили, это отдельно. Но есть еще и отдельные, скажем так, причитания на тему того, что все-таки Артур Эдельбаев это больше не про туризм в последние годы, а это вот про башкирское национальное движение. Ведь он был в руководстве Союза башкирской молодежи еще в 90-е годы и так далее, и так далее. Ну, не сказать, что я, например, слышал много таких возгласов, но они были, это правда. И вот он, Рамиль Рахматов, я имею в виду, пишет про Эдельбаева, что это все не совсем так, вы ошибаетесь. Если он что-то и делал в башнацдвижении, то больше, перефразируя, набивал свои карманы, занимался личным карьерным продвижением, а про собственные интересы народа и про защиту каких-то ценностей он вообще никогда якобы особо не думал. Если и совершал какие-то шаги в этом направлении, то это было продиктовано как раз-таки конъюнктурой, собственной выгодой и не более того. Значит, поэтому якобы не нужно расстраиваться, в общем-то, все произошло закономерно. При этом Рахматов пишет, что он и не радуется, и не огорчается тому, что Эдельбаев оказался фигурантом уголовного дела и находится под арестом. Я, знаете ли, друзья, не совсем понимаю, для чего, в общем-то, я обозреваю данную публикацию, но тут, наверное, больше захотелось, опять же, затронуть тему того, что некогда уважаемый нами журналист и неравнодушный житель республики, гражданин, на полном серьезе во второй раз находится в зоне боевых действий и защищает интересы Москвы. Давайте так называть вещи своими именами. Что конкретно там делать, не знаю. Спросить, да. А о чем там вообще, откуда столько времени? Ты посмотри, какой объем публикации. Столько написано, столько много букв, да, как у меня... Подожди, я же объяснил. По телефону надиктовать это не так много времени, если уж это правда, конечно. Вот. Он по телефону 2 часа об этом рассказывал, но просто тут такие длиннющие вирши вокруг всего этого, и про публикацию НТВ, про того же самого террориста Басаева, и про баснацдвижение. В целом я один фиг, конечно, как обычно, не согласен, и в том числе особенность его конспирологии про то, что НТВ вытащили фотки с Басаевым, террористом, для того, чтобы как-то ткнуть окружение Хабирова,
а не привязать к Эдельбаеву национальную вот эту вот подоплеку. Ну, мне кажется, что НТВшники просто оказались, на самом деле, в этот раз в нужное время, в нужном месте, а не так, что это какой-то заказ на окружение Хабирова. Мне кажется, это какой-то бред немножко, что таким способом пытаются как-то... А какой смысл вообще давить Хабирова так вот на таком уровне, я не очень понимаю. Ну, и тут, наверное, именно дело в том, что ты не понимаешь, да. И на самом деле такие методики используются, когда не было команды, скажем так, на самого ключевого деятеля, есть возможность посылать намеки с помощью приближенных. На них, как говорится, высокого соизволения из Москвы не требуется. Так еще раз, понимаешь, если Хабиров был бы таким фургалом, который был бы, я не знаю, региональной суперзвездой, я бы понял. А это супер, наоборот, со знаком минус, я бы сказал, суперзвезда. Это никакого отношения к мнению людей, к популярности не имеет. Просто внутривидовая борьба. Опять же, если взять мнение некоторых экспертов, вот к которому я все-таки склонен прислушиваться, о том, что Ради Хабиров лично для силовиков не самый рукопожатный губернатор, это тогда становится более или менее понятна эта логика. Вот. При этом, конечно, они, опять же, не могут сами ничего себе позволить по отношению него, потому что пока все в порядке в отношениях с Кремлем. А это будет, опять же, так продолжаться, пока тот же Хабиров исполняет обязанности пополнителя рядов вооруженных сил исправно. Вот. Значит, комментарии, друзья ваши, о чем они говорят? Видел на странице Рахматова, он там в пьяной сентиментальности умиляется тому факту, что подобранный котенок быстро растет. Что-то, по-моему, я видел, но это не самое новое, если я правильно понимаю, да? Из прошлой каденции его на войне нет. Может, путаю, конечно. НТВ в нужное время, в нужном месте. Женя наивный, пишет ИБ. Ну, он не имел в виду, что они там случайно оказались. Конечно, они там случайно не оказались, но то, что они уж увидели на балконе, ой, господи, на видном месте фотки с Басаевым и нашли какие-то архивы. Ну, слушайте, я тоже в пропаганде работал немножко, поэтому мне не кажется, что это обязательно прям уж вот прям заказ и так далее. Ну, вот честно. Всякое может быть. Джон пишет, вся Россия построена на выводе государственных денег каким-либо образом доверенным лицам и на судебной программе, которая читает мысли, идеи, внушает мысли, управляет организмом, насылается. Ну, про деньги-то я понимаю, во-первых, и согласен, да. В остальном, конечно, тут уже полет бурной фантазии, по-моему, пошел. Вот. Деньги все-таки, опять же, не государственные, а деньги налогоплательщиков. Я бы все-таки был более точным, чтобы было понятно. Вообще никаких государственных денег не существует. Вопреки устоявшимся... Да. У нас, может быть, эти самые налоги немножко по-другому выстроены структурно, нежели в той же Великобритании и во многих других странах. Но в любом случае эти деньги так или иначе народные. Давайте уж так пафосно выскажемся на этот счет. А вот это вот внушение, которое сработало, к сожалению, о том, что это деньги государевы, оно, мягко говоря, является, ну, скажем так, ошибочным, превратным мнением. Я как-то читал, что это, причем, не просто какую-то там в WhatsApp историю, да, а действительно такие хорошие источники о том, что в свое время еще при Иване Грозном была такая история, он отменял, что тебе, допустим, надел какой-то дается, на какая-то область у тебя, и ты там вот руководишь. И весь бюджет, это бюджет не региона, а это бюджет твой. Вот это твой личный бюджет, часть ты можешь отдать региону, а все остальные бабки ты себе забираешь, ну, как бы на, не знаю, там, вот соболиной шубы тебе захотелось. Поэтому это такая традиция у нас, как вы понимаете, Иван Грозный жил очень давно. Вот. А в целом-то как будто ничего особо и не изменилось. Ой, ну, тут впору опять же сделать отсылку к интервью Александра Невзорова Юрию Дудю.
один враг народа другому врагу народа в терминологии Кремля, значит, дал интервью, и у него-то главная мысль какая, которую он отстаивает, не всегда уверенно и последовательно, но отстаивает, что есть обреченная страна исторически, и никакие изменения ей не грозят в лучшую сторону, просто потому что вот иначе быть не может. И преемственность идет, видимо, как раз с тех самых пор, с тех самых царей, о которых ты сейчас говоришь в этой логике. Единственное, знаешь, если уж на эту тему говорить, я бы добавил, мне не хватило вопросов на тему того, а что же вы все-таки себе представляете? Вот мне это интересно было реально. Если нет будущего, если это не спасти, там, не реанимировать и так далее, ну а что же тогда должно быть-то на этом месте, я не знаю, в каком виде? Может, он сторонник деколониального движения? Ненароком подумал я, но об этом, к сожалению, не прозвучало ни слова. Давайте так. Глебыч, конечно, занимается последние лет 10 политическим стендапом. Все, что он говорит, это либо прикол, там, я не знаю, вызвать какую-то реакцию, либо поржать. У него прекрасно подвешен язык. Вот. А насчет того, что будет, я его одно время смотрел. Конечно, он говорит, что все это к хренам развалится. И вот пока это не будет называться, на заборе будет написано другое слово, не Россия, да, все это будет гнить и черстветь. И поэтому в целом, наверное, Глебыча можно назвать таким немножко деколониальным. Но, опять же, видишь, человек прикрывается тем, что это не его взгляды, а тем, как он говорит, я ставлю диагноз. Да. Он не оценки дает, не прогнозы делает, а диагноз. Да. В общем, если что, друзья, обратите внимание, если кто-то еще пропустил или... Для меня это немножко, конечно, уже попахивает таким вот нафталинчиком, потому что Глебыч еще лет 10 назад был посвежее, похитрее, поинтереснее, а это уже как ты приезжаешь на... Знаете, есть такие вот самые поздние, можно найти выступления Михаила Жванецкого, где Жванецкий уже, то есть и шутит не очень, и хватка у него такая уже. То есть понятно, что если с ним просто разговаривать, он все еще очень остроумный человек, но на сцене уже вот все так тухленько выглядит. Для меня Глебыч выглядел так. И Дудь, конечно, на его фоне просто суперзвезда. Давайте дальше пойдем, что ли? Да. Очередная уже, всем такая уже неинтересная, возможно, новость, но, тем не менее, очередной экс-прокурор уехал на СВО прямиком из Уфы, потому что был осужден. Бывший прокурор Советского района, на этот раз, Рамиль Гарифуллин, 16 лет за взятку, подписал контракт и уехал на войну. ВЧК ОГПУ сообщил, что произошло это в сентябре. Произошло в сентябре 2024 года. А в 2018 году в его кабинет зашел депутат и оставил пакет с муляжом взятки. Почти сразу зашел спецназ, задержал Гарифуллина. Позже суд признал его, понятно, виновным и в превышении полномочий. Собственно, мы добавили абзацик, что по закону он может выйти на свободу досрочно, если получит госнаграду или отслужит по контракту. Таким образом, взятка в прошлом фактически открыла ему путь на фронт и потенциальное освобождение. Собственно, все не ново в нашем колхозе, все понятно. Помню эту историю с прокурором. Одна из первых новостей была в Инфополе, когда я только на Эхо пришел. Я думал, неужели борьба с коррупцией? Кстати, надо же, человек до сих пор сидит. Прям-таки удивительно. Ой, а вот Азат тут напоминает, кстати, про Невзорова, который в 2010 году, дескать, говорил, что Россия не может не развалиться на лекции в МГУ. И сказал, что нелепая конструкция из говна и палок не может не упасть после падения режима. Ничего себе. То есть он в этом смысле себе не противоречит в данном случае. И это 2010 год. Это прекрасные медведевские годы оттепели. Опять же, можно немножечко, улыбаться на эту тему, да, насколько они прекрасны. Но относительно, реально, все-таки времена были более свободные. Впрочем, ладно, давайте, друзья, у нас есть о чем еще поговорить. Тем более, что
по баймакскому делу. Не то чтобы какие-то очень важные новости, но все-таки обновление фактуры мы имеем. Оренбургский областной суд 2 днями ранее сократил сроки заключения нескольким фигурантам баймакского дела, но сократил весьма символически, всего лишь на 1 месяц. Речь про Азамата Аминева, Ильмира Ахатова, Азата Кусарбаева, Айдара Магадеева и про Санию Узянбаеву. Значит, 7 апреля 2025 года промышленный райсуд Оренбурга, а именно судья Игорь Измайлов, признал их виновными в участии в массовых беспорядках и приговорил к срокам, значит, 4,5 года колонии. И вот на 1 месяц, получается, данный срок им сократили по каким-то причинам. Вот такая новость. И тут на этом фоне надо сказать, что совсем скоро мы ждем старт очередного процесса, который будет вестись в отношении так называемых организаторов массовых беспорядков в Баймаке. 21 августа данный процесс может начаться, если все пойдет по плану так называемой правоохранительной системы. Вот. Ну а здесь месяц... Очень хочется, это чтобы, конечно, эти фигуранты, эти пацаны, молодые, крепкие, из небольших городов, сел и так далее, пожалуйста, не шли на эту войну, не запятнали свою репутацию таких народных ребят, которые защищали свой, так сказать, дом, свой край, вот, чтобы это было лучше сидеть, конечно, чем туда. Ну, знаешь, тут я как бы оптимистичен. Вроде как нет ни одного случая, который бы нам говорил о том, что кто-то отправился. Ну, так сейчас юридическая возможность отправиться до суда есть. Могли бы, значит, уже кто-то это сделать, если бы хотели. То есть, в общем-то, процедура юридическая весьма сомнительная сама по себе, но она работает. Человек подписывает контракт до решения суда, и то есть у него, получается, в биографии даже отсутствует элемент, связанный с тем, что он был когда-то к чему-то приговорен. Его даже миловать не надо. Просто-напросто дело ликвидируется, или фамилия человека из дела вычеркивается. Это уже рабочая практика. Кучу таких случаев видели, но ты мне хочешь сказать о том, что все эти ребята обладают достаточной гражданской сознательностью для того, чтобы понимать, что такое война в Украине. Я только надежды выражаю, что они все понимают. Но отнюдь это не всегда так. И мы прекрасно помним, да, историю про, собственно, Куштау и сколько из этих людей потом зиганули, да. Поэтому... Очень это да. Но пока все-таки я больше оптимистичен, потому что ведут себя в этом смысле последовательно. Вот и как раз в подтверждение некая история. Один из фигурантов баймакского дела, Руслан Гизатуллин, наши коллеги из американского издания «Нежелательной организации» написали о нем большой материал. По словам сестры Гизатуллина, силовики задержали его 3 февраля, то есть через полмесяца реально после самых главных событий. 4 февраля 2024 года его, значит, отправили в СИЗО, и с тех пор он находится в заключении. В начале арестов, после провокации в Баймаке, он остался совсем один, писали активисты. Про его ситуацию не знал никто из близких, друзей. Такое случается. Но так вышло, что через других заключенных он вышел на связь, и мы собрали информацию о его близких. Это заняло какое-то время. Вон как. А в дальнейшем информацию о Гизатуллине распространяли уже его родственники, иногда публикуя письма. 9 марта, опять же, 24-го, родственники Гизатуллина сообщили, что дела у него хорошо, иногда впадает в уныние, но рад, что мы объединились и помогаем друг другу. Дальше, понятно, продлевали ему арест, как и всем остальным, и с тех пор, в общем, он там находится. Вот в ноябре 2024 года в письме он писал, что в 6-местной камере иногда сидим по 10 человек, по очереди спим.
какие только люди не сидят, больные даже серьезными и страшными болезнями, отчаянные, разочарованные, злые, старики и молодые. Бывают и добрые, веселые оптимисты, конечно. С такими весело время проходит. Прям-таки очень душевный человек, судя по всему, Руслан Гизатуллин. Известно, что он родился в 1977 году в деревне Мунасипово Баймакского района Башкортостана. А из Мунасипова он переехал, собственно, в Баймак. В прошлом был учителем физики, то есть интеллигенция. В одиночку растил сына, который на момент ареста отца был в армии. Сообщалось, что в 2020-м Гизатуллин уже числился пенсионером, но до этого какое-то время был бетонщиком. Вот такая вот биография, немножечко выделяющаяся на фоне других, но по большому-то счету не сильно выделяющаяся. Это все равно простой мужчина, неравнодушный, судя по всему, мужчина, человек, который оказался за решеткой и совершенно не будучи к этому, скажем, предрасположенным и готовым. Хотя, опять же, как можно говорить о ком-то, что кто-то готов к тому, чтобы оказаться за решеткой? Знаем мы одну такую активистку, которая меня шарашила просто своим письмом после того, как ей 12 лет дали. Это Ольга Комлева. О том, что хватит мне, пожалуйста, говорить про, там, условно, держись. Типа, я и так и без вас знаю, и я давно уже держусь, и мне вообще пофиг, и я такая вот железная. Меня она впечатлила страшно просто этим письмом. Если возвращаться к Гизатуллину, ну и так полупустые тюрьмы стоят. Но вот откуда эти 10 человек в таких камерах? Зачем это надо? Что, очередные пытки какие-то, что ли? Ну, могли бы людей как-то уж и разместить в целом. Я думаю, все возможности для этого есть. Вот, Ну, тут СИЗО, давай уточним все-таки. Может быть, в СИЗО пока еще не так свободно, как в колониях. Хотя в колониях действительно свободно стало, это правда. У них совсем, да. Ну и, конечно, для меня интеллигенция – это все-таки такая, знаешь, понятие, такое сословие, связанное именно с такой гражданским именно сознанием. Вот чем-то таким это пахнет, все-таки сельский учитель, наверное. Ну, ты городской житель, это важно. На селе иначе все-таки к этому относятся. Условно говоря, если там работяги, ну, в хорошем смысле, да, то учитель – это все-таки действительно представитель интеллигенции. На селе, безусловно. По крайней мере, я еще застал тот период, когда это было как минимум так. То есть за советом, за какой-то информацией люди действительно ходили к учителю, будучи взрослыми, потому что у того есть какие-то источники, библиотека, в конце концов, есть, он может что-то нарыть. Это в доинтернетные времена происходило. Я вижу в комментариях, ой, как все хотят обсуждать Глебыча, про его какую-то последовательность. Господи, друзья, почитайте биографию. Мне кажется, Юрий Александрович просто прошелся по верхам, и все там считывается, но так или иначе понятно, что хочется обсуждать где-то такую повестку, так скажем, федеральную, да, или такую мигрантскую, нежели нашу местную, но тем не менее, сами понимаете, мы затем и нужны, что мы обсуждаем это. Людей, которые обсуждают Дудя в интернете, из тех, кто мне сейчас в последнее время более-менее нравится, я могу Плющева посмотреть в целом, да. Это хорошо, да. Это правильно. И знаете ли, вот тут я начал волей-неволей какой-то экскурс в позднесоветское прошлое, и в этой связи, наткнулся вчера на то ли публикацию, то ли что, на тему истории. Дело в том, что ровно 35 лет назад и один день, 6 августа 1990 года, Борис Николаевич Ельцин, на тот момент председатель Верховного Совета РСФСР, был с официальным визитом в Башкортостане. Визит был длительный, и там случились важные исторические события, в том числе знаменитая фраза про суверенитет. В общем, фильм на эту тему выложен на YouTube-канале журналиста Азамата Саитова. Он, собственно, тогда был во главе угла, скажем, да, на коне, главным журналистом, представляющим Башкирию на всесоюзном уровне. И неплохой, знаете ли, видеоматериал, к счастью, для истории сохранился. Там все его ельцинские, слова, его
путь буквально, как он вышел из гостиницы «Россия» поутру и начал встречать людей у подъезда, скажем так, какой он был открытый, живой, бодрый, это отдельно заслуживает внимания. Потом Нефтекамск, Агидель, Уфа, Стерлитамак, то есть целое турне. Впрочем, давайте фрагмент небольшой посмотрим и как раз-таки вспомним, что еще 35 лет назад можно было услышать на улицах Уфы рядом с Башкортостанским Белым домом. Растущее национальное самосознание. И поэтому, если кто-то говорит о том, что вот стычки вроде будут между Башкирией, Татарией и Россией, руководством России, то это просто провокаторы. Не от этого требует башкирский народ своей самостоятельности, потому что это провоцирует центр. Нет, потому что у башкирского народа действительно растет национальное самосознание и его право требовать самостоятельность и решить судьбу самим. Ну что? Полную версию смотрите на канале Саитова. Саид, ну как повезло. Представляешь, вот в какое время мы живем и в какой он. Приезд Горбачева, Ельцина, такие события классные. И он в фаворе в этом во всем ключе там что-то вот снимал. Блин, ну конечно, тут только зависть вообще. И понятно, он такой большой звездой на всю вообще историю башкортостанской журналистики останется. Просто потому что как минимум поучаствовал в таком количестве исторических событий интереснейших, в котором нам с тобой, к сожалению, нам в эту пору веселую жить не удалось. А Борис Николаевич, ну, при всех минусах, при всех ужасах, при всем том, что можно посмотреть, во что это превратилось существо через 6 лет, когда вот это так вот, да, но в то время это, конечно, огромная звезда, и вот только благодаря во многом ему все это дорухнуло, так скажем, и не пришел очередная какая-нибудь гадина, которая, собственно, сохранила тот же самый Советский Союз. Большое спасибо. Так, на скользкую дорожку наступать не будем. Про Советский Союз это очень большая тема. Я тут скажу лишь, что вот на этой сцене все-таки, по-моему, кстати, не у Белого дома, а у здания Курултая, если быть более точным, все это происходило. Есть среди зрителей очевидцы? Если есть, то напишите, пожалуйста, что вы помните на эту тему. Но я хотел сказать другое. Основные действующие лица, к сожалению, наш мир покинули. Как Ельцин, так и Рахимов. Но там присутствует на тот момент премьер-министр, председатель Совета министров, как это официально называлось, Марат Миргазямов. Ведь он у нас был в гостях на Эхе, он жив, он живет в Уфе, и, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, 3-4 года назад был совершенно, ну, скажем так, в нормальном состоянии духа и разума. В этом смысле возникла у меня мысль, а не попытаться ли с ним поговорить вот на эти темы исторических событий. Ведь дальше там все очень было любопытно. Вначале вот они в этот момент с Рахимовым рука об руку работают. До 92 года буквально Миргазямов был в правительстве. Потом его со всех постов изгоняют, потому что Рахимов почувствовал в нем конкурента. Значит, потом становится Миргазямов директором завода «Узымик» резинотехнических изделий. Но опять же это недолго продолжается, потому что решает он баллотироваться в президенты на следующих выборах в 98 году. И за это, в общем-то, там какие-то репрессии Рахимов учиняет в адрес этого Миргазямова. Но человек все это дело переживает, и вот проходит уже 35 лет с тех пор, и он до сих пор вроде как жив, здоров и даже бодр. Ну, не могу утверждать. В этом возрасте все очень быстро может меняться, но в 19-20 годах мы общались, он приходил на эфиры на Эхе. У нас на канале они выложены, если вдруг кому интересно в истории покопаться. Ну что ж, давайте перейдем к... Секунду. Римма тут вспоминает совершенно не те события про универмаг Уфа и метро. Это, знаете ли, через 6 лет после озвучиваемых нами событий. Метро универмага Уфа он обещал построить... Выбором? Конечно. В 96-м, да. Это в июне месяце, точнее в мае, незадолго до выборов тех самых.
Вот. Ну а ты давай, что хотел? Прекрасная новость. Собственно, она уже не новая, так скажем, но я не знаю, пулял ли ты эту видяшку, собственно, в мое отсутствие на эфирах про прекрасную женщину, которая сказала правду. И я должен сделать небольшой офф-топ перед тем, как мы эту новость будем обсуждать, что я прикола ради зарегистрировался на неком дайвинчике. Те, кто помоложе, знают, что это такое. Это, собственно, чат знакомств в Телеграме, где можно прописать город, и посмотрел, что пишут наши прекрасные уфимки. Каждая третья, четвертая уфимка меня впечатлила тем, что у нее написано «Хочу военного, ищу военного, военный, 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 военный». И вот, думаешь, блин, девочки, бизнес... Не, я понимаю, лох не мамонт, лох не вымрет, конечно, но настолько очевидно писать «ищу военного», это интересно, конечно. А новость в том, что, собственно, глава общественной наблюдательной комиссии Республики Башкортостан Олег Галин обратился к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в связи с распространением видео, где женщина рассказывает, как получить выплаты после гибели мужчины на СВО. Конечно, она не совсем это рассказывает, она просто ржет, и, собственно, и мы вместе с ней. В ролике, размещенном в Телеграм, женщина рассуждает о схеме оформления льгот, собственно, говорит, оформляем детей, статус жены контрактника, получаем выплаты, его убьют, дома купим на море и так далее и тому подобное. В общем, тут все понятно, видяшку на Иль включим, да, сейчас? Кусочек. Давайте. Он идет на СВО, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде 5 миллионов. Анастасия Диеговна Пупсикова. И ежемесячно получаю также выплату, сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой, вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он, школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Как жена военнослужащего. Мы вообще заживем, мы на моря поедем, дети. Ребята, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают то по Абхазии, то еще у одной девочки мы подкинули денег, в Анапу поедет. А потом, его там убьют. Какая у нас дурацкая у людей привычка, все, ты понял уже, как заработать, отправил мужа, уже такая, все, ручки почесал. Куда в интернет садиться об этом болтать? Вот халява пришла, представляешь, она такая, все, сейчас Иваныча отправим в гроб и заработаем. И нет, надо было обязательно не с подругой поделиться. Не со всеми, а целый, прямой эфир из этого устроить. Ты что, звезда какая-то? Куда ты лезешь в прямой эфир с такой новостью, когда у тебя, понятно, в окружении еще половина таких вдов и других товарищей, и кто-то кинул это, тоже еще один гений, я так понимаю, это же все равно знакомые, Руслан, это приятельницы какие-то, кто-то послали куда-то друзьям, записали в СМИ, в какой-нибудь УФА-РБ, в итоге, ничего хорошего не ждет. Будет уроком для всех остальных. Надо все-таки, нам как журналистам все-таки мы должны быть благодарны, что есть такие люди, которым не имется, хочется поделиться, на всю округу своей радостью. А я умная. Конечно, тут же это начало тщеславное в человеке присутствует. Понятно, что многие из них поумнее, они помалкивают, а здесь у нее это свербит, не дает покоя, хочется похвастаться перед всем миром.
И мы благодаря этому узнаем о таких эпизодах. Хотя в этом случае, конечно, посмотрим на реакцию, какую же статью подберут силовики в отношении данной дамы. Тут вроде как, как бы не было изначально задумано. Дискредитация вооруженных сил, что ли? Фейки про армию. Какая тут статья должна быть? Любопытно. Вот. Мне хочется когда можно обратиться к девочкам и сказать: девочки, вот все те, кто на этих бесконечных приложениях и, собственно, других программах, посвященных знакомствам, пишут «ищу военного», с понятно каким контекстом, давайте не врать, задумайтесь о том, что этот человек может вернуться. И вот тогда может быть всякое. И в том числе у нас в СМИ написано о том, что бывает, когда этот человек возвращается, как он избивает своих жен, как он пьет и с чем придется, возможно, столкнуться. Я этого, конечно, вам точно не желаю. Я понимаю, что денег в России, возможностей заработать все меньше, социальные лифты не работают. Казалось бы, вот этот социальный лифт, но, лучше не надо. Вот. А здесь, как бы глядя на эту женщину, конечно, волей-неволей соглашаешься с некоторыми принципами того же Александра Глебовича, которого мы сегодня вспоминали. Вот это вот, понятно, что еще не всех людей касается вот эта деградация, но деградация каких-то морально-этических принципов, она налицо в случае с этой женщиной. Я говорю, Глебович, он утрирующий стендапер. Слушайте, он что думает о таких людях, как Ольга Кумлева? Он что проводит действительно анализ, как он говорит, он там проводит анализы, ставит диагнозы. Он просто прикалывается. Ему, скорее всего, забашлял какой-нибудь Невзлин. Он приехал в Украину и там продолжает свой стендап. Понятно, с каким уклоном. Человек бесконечного таланта. Очень много. Вот насмотренность его заменила мне любое журналистское образование. Вот с точки зрения журналист Башгу или я. Вот как раз Глебович, Доренко, Парфенов и так далее и тому подобное сутками сидел, смотрел. Давайте быстро... Подожди, тут от Натальи мысль, по-моему, очень логичная. Мне кажется, что вот эта женщина, супруга фронтовика, она профессиональная сваха. И деньги на этом делает. Отсюда и прямой эфир. То есть реклама, привлечение клиентов вполне может быть. Абсолютно справедливая оценка. А мы тут про какое-то тщеславие. Как версия, конечно же. Мы не можем утверждать. Окей, давай. Что там? Что у нас? Сейчас, одну секунду буквально. В Башкортостане выросло число сотрудников с зарплатой от 1 миллиона в месяц. По данным Росстата, в 2024 году в республике аж 243 работников крупных и средних предприятий получали свыше 1 миллиона рублей в месяц. Это на 40% больше, чем годом ранее. Более половины из них получают до 2 миллионов рублей, 23 сотрудника от 2 до 3, а у 48 месячный доход превышает 3 миллиона рублей в месяц. По числу миллионников Башкортостан занимает 4-е место среди регионов Приволжского округа. Больше всего в Татарстане. Неудивительно. Понятно, что это крайне узкая прослойка, но кто-то может, видимо, этой статистике радоваться. Соответственно, Ради Фаритович Хабиров встретился с активистами движения первых в Башкирии. Об этом пишет кто? Правильно, Башинформ. Вот они, оболваненные пропагандой наши дети, к сожалению, в огромном количестве сидят в этом зале. Хотя почему-то мне кажется, что далеко не все абсолютно верят и разделяют происходящее вокруг них события. Что тут Хабиров сказал? Конечно же, в очередной раз похвалился тем, как у нас все замечательно, что нужно, опять же, любить Родину, поддерживать войну и быть вот такими послушными ура-патриотами. Движение первых – это, я напомню, типа пионерская организация, если кто забыл или не обратил внимания. На этом фоне у нас тут форму школьную презентовали. Вот мы сегодня в план не включили, это такая федеральная история. Обратите внимание, как сильно школьная форма, будущее, напоминает одежду героев фильма «Служебный роман», в частности, директрисы Калугиной, вот этот вот ужасный коричневый костюм, который специально был подобран по этому случаю, ну и черный костюм для мальчишек. Но тут куда ни шло, знаете ли, терпимо, хотя цвет тоже вызывает сомнения.
Что касается школьной формы для девочек, то в этом смысле советская школьная форма даже в коричневом ее исполнении была куда симпатичнее. Нормальные юбочки, нормальные блузочки, все это было как-то, знаете ли, со вкусом. Не знаю, утвердят этот вариант или нет, но пока это выглядит ужасно. Вот. В общем, отставание на лицо. Угу. Ну что, прощаться будем? Будем прощаться, друзья. Для этого нам нужно что? Напомнить про лайки, про комментарии, про донаты через сервис Boosty. Напоминаем и просим вас оставаться с нами в любое время, несмотря ни на что. Во всех социальных сетях будьте на нас подписанными. По ссылочкам пройдите. Даже если вы условно не пользуетесь ТикТоком, зайдите, подпишитесь. Там, к счастью, аудитория растет сама по себе, растет опережающими темпами, в отличие от Телеграма, например. Вот. Но мало ли. Все-таки чем больше, тем лучше. Вот. Не забывайте это делать. К нам можете обращаться. Дорогие друзья, 47 человек смотрят в моменте, а лайков 12. Все же понимают, интернетом же пользоваться умеют, что каждому нужен аккаунт, во-первых. Во-вторых, всем нужно ставить лайки. За счет этого эфир дальше распространяется, больше людей узнают независимую информацию. Может, и с зеваниями периодически, но независимо. Всем удачного дня. Давайте. Всего хорошего. Пока-пока. Спасибо, друзья. Пока.